На календаре суббота, а значит, пора браться за уборку. Работа найдется для каждого, участвуют все желающие. Тем более, что весь необходимый инвентарь выдают на месте. Я, честно говоря, всегда принимаю участие с большим удовольствием, потому что я считаю, что это долг каждого нашего жителя. И все сегодня участвующие в нашем субботнике очень активно приняли участие. На уборку городских улиц, парков и скверов вышли представители администрации города, коммунальщики, общественники, школьники и студенты. Очистку территории совместили с еще одним полезным делом. Вдоль всей аллеи высаживают с десяток саженцев липы. Территория массового скопления людей, массового отдыха. То есть жители наши вечером здесь прогуливаются. Делается это все для города, для жителей. Поэтому очень важно держать их в санитарной чистоте. И хотелось бы обратиться к жителям города, чтобы они тоже поддерживали. Место встречи – аллея Отца. Этот объект появился в столице в прошлом году. Месячник по очистке территории проходит в регионе по поручению Махмуда Али Калиматова с 29 апреля по 27 мая в рамках Всероссийского субботника. На объектах нацпроекта «Жилье и городская среда». И сегодня он выехал с инспекцией, чтобы узнать, в каком состоянии находятся облагороженные объекты. Ни плитки, ничего, бетон, камни набросали. Давай, не откладывай, после 15 мая берем, значит, всех муниципалитетов собираем и подрядчиков приглашаем, подашь. Понимаешь? Вот приглашаем, я город мы и есть. На аллее устроены искусственные водоемы, скамейки, освещение и небольшие копии ингушских башен. Но их вид и состояние оставляет желать лучшего. Глава региона раскритиковал состояние благоустроенной аллеи. Он заметил, что о комфорте здесь не может идти и речи, не говоря уже об отсутствии всякой эстетики и стилистики. Присоединились к масштабной акции и в соседней Назрани. Это в советское время. Субботник был скорее добровольно-принудительной процедурой. Сегодня это даже развлечение. Генеральную уборку затеяли на территории городского пруда. Разбитые стекла, бутылки, пластиковые пакеты, следы недавнего пикника. Работы на прибрежной зоне хватает всем добровольцам. В прошлом году в Назрани в рамках нацпроекта начали благоустраивать 4 территории. Одна из них находится как раз здесь, на территории пруда. Это волейбольные и скейт-площадки. Последние 3 года мы активно благоустраиваем эту зону. В прошлом году благоустроили территорию, в следующем году выставляем на голосование также территорию пруда. Сейчас мы находимся на территории скейт-парка. Это первый в республике скейт-парк. Мы его благоустроили в прошлом году. Планируем в скором времени открытие. Позвать хотим молодежь, детей. В общем, постараемся также привлечь и спортсменов. У горожан есть возможность выбрать территории, которые облагородят в следующем году. Голосование уже стартовало в середине апреля и продлится до конца мая. У нас тоже где-то 9 проектов мы выставили на голосование для жителей города. Из них 7 они пройдут, поэтому хотелось бы жителей нашего города призвать к тому, чтобы они поактивнее голосовали за понравившиеся проекты и за понравившуюся территорию. На сегодняшний день проголосовало где-то 3500 человек, а нам как минимум нужно, чтобы хотя бы 12 000 человек активно проголосовали за нашу территорию. Поэтому еще раз призываю жителей города голосовать за понравившийся им проект. За несколько часов добровольцам удалось собрать на прибрежной зоне около 20 мешков мусора. Теперь можно и отдохнуть и подкрепиться силами для новых свершений на благо экологии. До конца мая планируют провести еще несколько таких субботников. Тамара Хашагульгова, Абдулла Халухоев, Новости 24.